Здравствуйте, в эфире «7 дней», студия Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Мы с вами долго шли к тому, чтобы Болгар и Свияжск приобрели мировое признание. Свершилась символика ЮНЕСКО на стенах Успенского собора в Свияжске. Как это было? Мы ежегодно получали где-то 6,5 миллиона на дотацию с государства. Автобусы получали бесплатно. Остановка есть, автобусов нет. Как и почему исчезли местные маршруты в районах республики? Высокий урожай, не всегда большой заработок. Невиданный урожай. Все плюсы и минусы. Болгар и Свияжск теперь не только ваши, они принадлежат всему миру, и вы должны их беречь. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, которая на этой неделе побывала в Казани, именно так в глобальном масштабе оценила решение о включении Успенского собора и монастыря Свияжска в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Подчеркнем, уникальность Татарстана в том, что таких объектов у нас теперь 3. Это Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс и, наконец, Свияжск. Прежде всего, это означает, что все эти исторические памятники вошли в крупнейшие каталоги мира и автоматически стали центрами притяжения туристов. Но ограничиться только признанием этого факта явно недостаточно. Как неоднократно подчеркивал государственный советник Татарстана Минтимир Шаймиев, включение Казанского Кремля и Болгара в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО означает признание неоценимого вклада татарского народа в развитие мировой цивилизации. Сама история государства татар теперь навечно стала частью всемирной истории. Ее невозможно забыть, извратить, уничтожить. Вот что самое главное, а не только древние камни и археологические находки. Нет договора с федеральным центром. Это всего лишь рябь на бесконечной реке времени. Читайте великую историю татар и получите ответы на многие вопросы. Договоры, соглашения еще будут. Это историческая неизбежность, закономерность нашей совместной жизни, если хотите. И чтобы это осознать, нужно время. Давайте еще раз процитируем слова генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой на церемонии вручения сертификата о включении исторических памятников Свияжска в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Она буквально сказала: это богатство Татарстана и России, это символ культурного многообразия и толерантности, это доброта, которая присуща Татарстану. И для меня сейчас большая честь приехать сюда снова по случаю включения в список ЮНЕСКО Успенского собора и монастырского комплекса острова Града Свияжск. Это наш общий успех. С этого момента это мировое достояние. Очень важные слова. Я вообще, честно говоря, был восхищен выступлением госпожи Боковой. Свияжск – это не только крупнейший православный памятник. Это символ толерантности, уважения других культур и религий, которые генетически присущи татарскому народу. Ирина Бокова сказала еще лучше. Свияжск – это доброта, которая присуща Татарстану. И действительно, в то время, когда во многих странах, даже в самых цивилизованных, не прекращается процесс уничтожения памятников и попытки переписать историю в угоду сиюминутной политике, в Татарстане восстановили город Свияжск, который был форпостом при взятии Казани войсками Ивана Грозного. Найдите мне еще более значимый пример толерантности и доброты. Вряд ли сможете. Но это часть нашей общей истории, и мы должны ее помнить. Обожженные камни Казанского Кремля, мечети Болгара и белые соборы Свияжска – это части фундамента современного российского государства. Они основа его устойчивости и гарантия дальнейшего развития. Но это еще не все. Глава ЮНЕСКО поддержала идею включения татарского национального праздника Сабантуй и фестиваля русского фольклора Каравон в списке нематериального всемирного наследия. И мы, зная характер Минтимира Шаймиева и Рустама Нургалевича, не сомневаемся, что это станет реальностью. Эльзира Юзаева о вечных ценностях и великом культурном и историческом наследии, которым мы можем по праву гордиться.
Чтобы стать достоянием всего человечества, нужно попасть в списки всемирного наследия. Об объектах ЮНЕСКО, как правило, узнает весь мир. И известным становится не только сам объект, но и местность, то есть город, страна, там, где он расположен. Успенский собор – это уже третий объект в Татарстане, который попал в списки ЮНЕСКо. Первый объект был Казанский Кремль, второй – Булгарское городище, и теперь Успенский собор. Памятник древнерусского зодчества XVI века. Свияжск прошел долгий путь. Дорога к свету и признанию была нелегкой и полной непредвиденных трудностей. В 2010 году началась работа по возрождению этого исторического места. Масштабные восстановительные и реставрационные работы, по сути, сделали свое великое дело. Свияжск из забытого Богом места стал центром паломничества. Тысячи и тысячи людей приходят сегодня сюда, чтобы прикоснуться к вечности и поклониться святым местам. Здесь вот как будто вот мы вот ходим, не ходим, а, наверное, летаем. Очень теплая атмосфера здесь такая, вот чувствуется. Очень трогательное место. Вот, цепляет за душу. Ну, это наша история, это наши корни. 9 июля 2017 года эксперты ЮНЕСКо решением 41-й сессии, проходившей в городе Краков, свияжские святыни признали объектами всемирного культурного наследия. Проекты, которые делаются и сделаны, мы их называем, это красиво делается. Почему? Потому что с учетом национального, конфессионального состава нашей республики. Зато такая работа, она вот, ложится в души каждого из нас. Мы не можем как будто уважить и представить все это многообразие истории и современности Татарстана без включения тоже Свияжска. Потому что это как раз межкультурный диалог, это как раз показывает, как люди живут вместе, это показывает глубину нравственного, я бы сказала, нравственной ценностей Татарстана, народа Татарстана и богатства Российской Федерации. Мы видим с вами, как невероятно преобразился Свияжск за последние годы. Это действительно, тут это какой-то маленький просто становится оазис идеальной чистоты, порядка, внимания к культуре, заботы. И количество туристов, которые сюда приезжают, выросло уже почти в 100 раз. Из 29 памятников России, которые вошли в список всемирного наследия, 3 памятника находятся в Татарстане. Это огромная цифра и большая гордость, если учесть еще один факт. Не то чтобы города, а многие государства имеют на своей территории всего по одному объекту мирового наследия. Или ни одного вовсе. Мы сегодня можем консультировать и своих соседей, и своих коллег. Мы сегодня стали определенной школой, потому что все требования ЮНЕСКО мы изучили. И все, что требуется для того, чтобы доказать всемирную универсальную ценность, всем инструментарием мы сегодня владеем. Успенский собор Свияжска теперь является частью мировой культуры. Хотя эксперты в этом никогда не сомневались. Свияжские фрески – это единственный почти целиком сохранившийся до наших дней полный цикл стенной росписи XVI века. А сам собор отражает взаимодействие различных культур. Этот храм менял свой внешний облик и не раз, но всегда имел высокий статус в церковной иерархии. Мы с вами долго шли к тому, чтобы Булгар и Свияжск приобрели мировое признание. Мы гордимся тем, что на территории Татарстана сейчас находится 3 объекта всемирного наследия. Новый статус, несомненно, дает определенные привилегии. Объекты ЮНЕСКо, как правило, попадают под защиту Всемирной организации, в которую входят 200 государств по всей планете. Всемирная организация в будущем будет способствовать изучению и охране этих объектов, попавших в список, помогает в финансировании, осуществляет мониторинг их состояния. Госпожа Бокова была приятно удивлена тому, какое развитие получила булгарская земля. Вот эти монеты разных веков, осколки пушечного ядра, церковная утварь – все эти исторические предметы были найдены во время раскопок на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря. В пещерном храме Ирине Боковой было показано место обретения казанского образа Пресвятой Богородицы.
Ментимир Шаймиев уверил, что уже до зимы собор Казанской иконы Божьей Матери заведут под крышу. А это значит, что вскоре в Татарстане появится еще одно святое место, которое всем нам вместе предстоит беречь. Ильдира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Итак, Свияжск как уникальный исторический, археологический, культурный и, что немаловажно, туристический объект заявил о себе на всю страну, на весь мир. Чтобы не быть голословным, несколько цифр. Популярность Свияжска среди туристов растет бешеными темпами. 3 года назад в Свияжск приезжали около 7 тысяч человек в год. Сейчас мы перешагнули отметку в 500 тысяч. И рубеж 1 миллион туристов в год выглядит вполне реально. Но эти исторические памятники популярны не только среди гостей Татарстана. Жителям республики сам Бог, сам Аллах велел съездить и в Свияжск, и в Болгар, и еще в десятки замечательных исторических мест. Благо, их так много в родном Татарстане. Тот же мемориальный музей-комплекс Габдуллы Тукая в Арском районе, старинный Чистополь, Елабуга, Тетюши. Если у вас есть автомобиль и средства путешествовать, проблем нет. Но вот если вы захотите воспользоваться общественным транспортом, тогда, скорее всего, определенные сложности вам гарантированы. И это только один из аспектов, как оказалось, глобальной проблемы. Вот давайте внимательно прочитаем фрагмент из письма, которое на этой неделе поступило к нам в редакцию, а также в Общероссийский народный фронт. Оно пришло к нам из Арского района. Мы, ветераны, участники войны, налогоплательщики, жители деревни Новая Серда, просим возобновить автобусные сообщения до районного центра Арск. В настоящее время деревня с населением в 161 человек отрезана от внешнего мира. Общественный транспорт не ходит. Жители, больные, ветераны вынуждены добираться пешком или различными путями 12 километров до ближайшей большой деревни. Далее в город Арск, где находится сельсовет, почта, больница, другие органы района. От нашей деревни до Арска 50 километров. Откровенно говоря, такие крики о помощи мы получаем регулярно. К сожалению, это не проблема одной лишь деревни в Арском районе. Это сегодня общая проблема для многих сел. Об этом Михаил Любимов. Нам следовало бы извиниться перед зрителем за не слишком качественно снятую картинку, но это не тот случай. Содрогаться так содрогаться по полной программе. Селя-Ви, селя-сельская, арская Ви. Отъехать от районного центра на 50 километров почти как выйти в открытый космос. Здесь нет ничего, что радовало бы глаз. Сюда не ходят ни пассажирские, ни транспортные челноки. И живут здесь инопланетяне. Без автобуса тут люди не смогут жить. Во-первых, от 12 километров почта, и то маленькая. Чтобы серьезные вещи отправлять почту, надо Арск ехать, 60 километров. Центральная больница находится то же самое в Арске. Утром, вот я сегодня дочку проводила утром на остановку, она должна была поехать в больницу. И добралась только к 11 часов. Вот с 7 уехала, вышла. Ну, на попутке добралась? На попутке. Вот переживаешь, каждый час звонишь. Ты где, ты где? Тоже не бесплатно? Ну, конечно, не бесплатно, это за деньги надо. Или на такси вызывать? Такси вызываете? Такси это очень дорого, 1000 рублей берут у нас. Городские жители, которые уже давно не водят хороводы и не ходят в ночной горшок, видят в этих аборигенах обитаемых островов людей вроде как второго сорта. Наша гиперконцентрация на добыче денежных средств превратила их в нерентабельных отщепенцев, без права голоса. То есть доить рентабельно, а возить нет. Нет автобусов практически ни в одной деревне районной. Нет давно. Нет единственной, может, ниточки, которая связала бы их с большой землей. Вот. Остановка по требованию. Остановка есть, автобуса нет. Она поможет от осадков, но осадок останется. Здесь взяли, все закрыли, повесили все эти амбарные замки, и без всяких объявлений никто ничего не сказал. Никаких объявлений, ничего не было. Вот такая история. В крайнем случае,
И в Казани не знают, и на родине моей деревни никто ничего не знает причину. Забитые, заброшенные, заколоченные, дурно пахнущие. Эти пустые автобусные остановки стали просто символом нашей сельской жизни. Таким символом безнадеги. Вот хоть сейчас бери эту картинку и вешай куда-нибудь на стену с названием «Не дождетесь». Хотя для многих местных жителей это по-прежнему и символ надежды, многие все-таки верят, потому что большинство в этой округе, удивительно, но до сих пор не знает, что все это лишь потухшие, холодные осколки того большого взрыва, который прогремел еще 3 года назад в районном эпицентре в городе Арске. Он уничтожил все, что еще как-то двигалось по району в радиусе 150-200 километров. Там, где нынче бабушки торгуют молочком, стоял некогда местный Арский автовокзал. А по сути стоял диспетчерский вагончик в 10 квадратных метров. И стоял он до 2014 года, когда нежданно-негаданно директора здешнего АТП вежливо попросили освободить непринадлежащую АТП землю. «Так дайте в аренду», — взмолился директор. Не дали. И с 2014 года в Арске автовокзала нет? Нет. А, соответственно, нет и маршрутов? Уже нету, за маршрутов нет. Закрывают потихонечку, все. Ну, а есть какая-то, наверное, откуда сейчас люди ездят по району? Или вообще в Казань? На частных машинах. На частных машинах, да. С тех пор в Арске отменены все рейсы в Казань. Из 41 пригородного маршрута, 41, осталось 2. 2 на 3 района, что обслуживает АТП. Уехать в 2 деревни можно, но не знамо откуда и не знамо когда. На одной из остановок в городе. Это все, что осталось от автовокзала? Да. Одна остановка? Да. И то, как бы, вот она как бы городская тоже, что ли, да? А вот расписание на столбе. А, вот оно расписание. А, да, точно. Да, если постараться, то можно прочитать. Как выехать из города Арска? Найдите улицу Сызгановых, 11. 3-й столб слева. Это просто квест какой-то. А это тот самый уже сильно потрепанный временем вагончик, что пылится теперь на территории АТП. Пылится до лучших времен. Хотя, судя по всему, они уже позади. Это все вот как вы ездили? Да. Это столько маршрутов было? Да. Вот эти все маршруты, которые мы здесь с вами видим, которые вы обслуживали, деревни, они все были рентабельные? Нет. Вот, вы же обслуживали их? Ну, поэтому закрыли сейчас. Компенсация была или нет? Да, была. Мы ежегодно получали где-то 6,5 миллиона дотации с государства. Автобусы получали бесплатно. И когда прекратились эти деньги? Ну, где-то в 2010 году, по-моему, в 2010 году. Да. Вот это важно. С 2010 года АТП не получает компенсацию от государства. Это вопрос нескольких миллионов рублей в год. А значит, почти любой пригородный маршрут, предназначенный, как бывало, для людей, а не для денег, убыточен и обречен на вымирание, что и случилось в итоге. Так просто закрывать, бросать предприятие не так хорошо. Мы надеемся, дальше больше, если будет господдержка, если будет, значит, нормальное отношение, это АТП, наверное, будем как раньше работать, так и будем работать. Ну, конечно, душа болит. Душа болит у простых, так сказать, тружеников, а вот государству, видно, не больно. А болячки-то на каждом шагу. Мы проехали через Рыбно-Слободский район. И что? Автобуса нет никогда, ни сегодня, ни завтра не будет его. В общем, каждый день я стою, каждый день ищу попутку, жду попутку. А остановка для чего здесь стоит тогда? Ну, остановка для автобуса, автобусов нет, и не было, и не будет, наверное, никогда. Мы говорим не только о маршрутах, автобусах, дорогах, а мы говорим об улучшении качества жизни населения. Нельзя лишать людей последней связи с внешним миром. И в вашем районе ситуация та же, не правда ли? И о чем-то таком вы уже слышали, ведь так? Через полминуты
этот сюжет закончится. Через минуту он забудется. Мы опустили руки. Мы поклонники прогресса и не заметили, как стали мыслить слишком масштабно. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней. Мы в нашей программе очень дорожим таким понятием, как обратная связь. Мы уверены, без наших обычных зрителей, их писем, откликов, мы не сможем сделать 7 дней живой, интересной программой. Поэтому мы всегда ждем от вас не только звонков и обращений, но и обратной реакции. Для нас, поверьте, это ценно и важно. Еще один случай, когда темой для репортажа стало обращение к нам в редакцию. До 1 сентября осталось 5 дней. В пятницу праздник, День знаний. Но его, судя по всему, не будет для учителя ИЗО Фании Башировой, которая обратилась к нам со своей болью и проблемой. Перед началом учебного года ее уволили по статье. Педагог подала в суд. Она хочет восстановиться в должности и вернуться работать в родную 175-ю Казанскую школу. По словам Фании Башировой, ее не взлюбили за то, что она еще в прошлом году отказалась давать деньги на подарки и обратилась в надзорные органы. У директора школы своя правда. Амина Валеева заверила нашу съемочную группу, что ни о каких поборах в учебное заведение и речи быть не может. А учитель была уволена за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. Сергей Темляков подробнее об этой ситуации. Меня уволили 8 августа 2017 года. Я всю жизнь проработала в системе образования, 28 лет стажа. Кто же она, обиженный в душе педагог или учитель, который решил пойти против системы? Фания Баширова в 175-й школе проработала 4 года. Пятиклашек учила изобразительному искусству, в классах постарше преподавала предмет искусства. Фания заверяет нас, что именно в стенах этой школы ей и дали высшую категорию. Но все изменилось в один момент. В стенах школы существовал такой вид побора, как сбор денежных средств с учителей. Я против этого, можно сказать, восстала. Зарплата, уверяет нас Фания, была 18 тысяч рублей. Она исправно вносила членский взнос в профсоюз, но вынуждена была экономить, ведь и за съемную квартиру нужно платить, и кушать тоже хочется. Фания и обратилась в надзорные органы. Позже, перед началом учебного года, был медосмотр. Его проходят все педагоги. Это допуск для работы с детьми. Фания нас убеждает, печать ей ставить отказались. Директор сделал звонок, устный звонок в психиатрическую больницу, объявили меня психически больным. Меня пытались поставить на учет незаконно, без суда и следствия. Фания показывает нам портфолио. Здесь и благодарственные письма, и грамоты. Отражены достижения учеников. Педагог заверяет, до школы работала в вузах и колледже. Никаких замечаний, взысканий, а тем более докладных до обращения в надзорный орган на нее не было. Сейчас учитель встала на биржу труда. Обжаловать решение об увольнении будет 12 сентября в суде. Мне все время говорили, твердили, кричали, унижали. Увольняйтесь. Мы пришли поддержать нашу школу, нашего директора, учителей всех. В школе нас встречает родительский комитет. Здесь своя правда. Мамы против возвращения учительницы в школу. То, что делает Баширова, это просто некрасиво. Это, ну, по крайней мере, не педагогично. На сегодняшний день сплошная клевета. Здесь и педколлектив в полном составе. Наш коллектив считает глубоко непедагогичным накануне такого радостного, светлого праздника, как 1 сентября, День знаний, марать высокое имя учителя, высокое имя нашей школы. Учитель истории Дмитрий Спиридонов высказывает общую позицию. Действия одного педагога мешали работе всего коллектива. Очень сложно работать в коллективе, где есть напряженность, недоверие, боязнь помочь какому-то из коллег, например, у кого сгорел дом, просто по человеческим желаниям, ожидая каждый момент, что это воспримут как какие-то поборы, взятки. В течение 2 лет школа подвергалась многочисленным проверкам по жалобам данного бывшего сотрудника. Кто она? Директор, держащая в ежовых рукавицах весь педколлектив, или руководитель, который каждый день душой болеет за школу и пытается сделать ее лучше? Стоит сказать, что благодаря грамотной работе Амины Валеевой школа сегодня одна из лучших в Казани, входит в 100 лучших в Татарстане. Директор отмечает, Фания подавала в суд на то, что якобы администрация школы хочет упечь ее в психбольницу. Суд иск отклонил. Замечание она получала за нарушение, прежде всего, значит, этических норм поведения, потому что была конфликтная ситуация с одним из коллег нашей школы. Учитель позволил себе
10-минутный разговор по телефону во время учебного процесса. Самое главное нарушение, которое было допущено учителем, это не проведение промежуточной аттестации обучающихся по предмету. В подобного рода конфликтах никогда не бывает одной стороной виновата только. Значит, когда такие рода конфликтные ситуации начинают возникать, мы выезжаем всегда. В Департамент надзора и контроля от Фании Башировой в 2016 году поступило 5 обращений, в этом году 11. Да, действительно, сбор денежных средств осуществлялся. Была проведена достаточно большая работа с директором школы о недопустимости подобного рода нарушений. Врач подтвердил, звонок был, отмечает Гульнара Габдрахманова. Вопрос был урегулирован. Педагог прошла медицинское освидетельствование в другой клинике и после год работала в школе. Учитель уволена по статье 81.5. Трудовая инспекция данную статью поддержала. На сегодняшний день мы имеем контакт с управлением города Казани и с отделом образования Советского района города Казани. Если Баширова к ним обратиться, они пойдут навстречу и постараются уже сейчас, на начало учебного года практически у нас, где оставшиеся вакансии предложить ей место работы. По итогам прошлого учебного года в департамент поступило 24 обращения от педагогов. Учителя жаловались на превышение должностных полномочий со стороны директоров, замов по учебной работе и заучей. Всех больше обращений было из Казани. В красной зоне Набережные Челны, Нижнекамск и Тукаевский район. По итогам проверок уволены 7 руководителей. Начиная от подписки, что их обязывает покупать какие-то издания, да, там периодически журналы, газеты подписываться. При этом педагог должен принести квитанции. Создатель горячей линии по поборам для неравнодушных родителей Екатерина Матвеева отмечает, в последнее время в группу в социальной сети стали приходить сообщения и от педагогов. В одном из районов республики, к примеру, учителям предложили скинуться на ремонт учебного заведения. Но не каждый учитель готов говорить о своих проблемах вслух. Это уже не то, что тенденция, это уже просто шок для системы образования, да, когда в городе Казани 2 педагога проходят одинаковый путь и обоих отправляют в психиатрическую больницу, если они не хотят уйти по собственному желанию. Началось все это в 2013 году, в ноябре месяце, когда один из учителей, моя коллега, учитель русского языка и литературы, ударила меня по лицу, послала на 3 буквы, обозвала меня цербером только за то, что я не являюсь классным руководителем. Тогда мое терпение лопнуло, и я решила и с этим безобразием бороться, да, озвучить и другие злоупотребления. Кадрия Нигматуллина – учитель истории и обществознания. Именно о ней говорила Екатерина Матвеева. История Кадрии и Фании Башировой очень похожи. Но отмечу сразу, мы не проводим никаких параллелей и тем более не делаем вывода. Кадрия отмечает, весь педколлектив был настроен против нее. В 2015 году она вынуждена была уйти в административный отпуск, жила с сыном на пенсию по выслуге лет и продолжала бороться. Она также обратилась в надзорные органы с просьбой дать правовую оценку поступкам директора. Ее дочка училась тоже в нашей школе, и она организовала ей свадьбу в стенах нашей школы в актовом зале. Тогда в интервью СМИ директор отмечала, все жалобы и претензии к ней со стороны учительницы вызваны исключительно личной неприязнью. 1 сентября прошлого года Кадрия вернулась работать в школу. Директор ушла на пенсию. В школе теперь новый руководитель. Кадрия возглавляет волонтерское движение. На этой неделе у педагога праздник. В родной школе она работает 25 лет. Директор посоветовал мне быть мужчиной, поступить по-мужски, написать заявление по собственному и по-доброму распрощаться. И в заключении о своей судьбе беспокоится и учитель русского языка 3-й Казанской гимназии. В мае Александр был помощником в пункте проведения экзамена. Педагог говорит, что смел возразить председателю комиссии, которой не понравилось, что он пришел после 8, хотя нормативные документы он не нарушил. Профсоюз отменил дисциплинарное взыскание. Александр отмечает, после случившегося обратился в надзорные органы с просьбой проверить ряд моментов в его родной школе. За немалую часть заработной платы отвечает администрация школы. То есть это и премии, и распределение так называемых баллов за участие в школьной жизни. И я думаю, боюсь, что столкнусь с некой дискриминацией в этом вопросе. В телефонном разговоре директор Александр Морозов отметил, увольняться педагогу он не предлагал. Никто ничего не отнимает, вся нагрузка в полном объеме. Сергей Темляков, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через несколько минут. Смотрите после рекламы.
если высокий урожай, не всегда большой заработок. Невиданный урожай. Все плюсы и минусы. Во вторник премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в церемонии чествования победителей республиканского конкурса «Территория закона». Конкурс проводится по инициативе МВД Татарстана с 2007 года. Цель конкурса – стимулирование глав муниципальных образований, руководителей предприятий, организаций, учебных заведений и граждан, которые вносят заметный вклад в обеспечение общественного порядка и правового воспитания молодежи. В этом году из 187 претендентов, подавших заявки, лучшими признаны 35. Во вторник Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой в Московской области. Президент принял участие в открытии Международного военно-технического форума «Армия-2017». Перед началом форума Рустам Минниханов осмотрел экспозиции военной техники. В среду Рустам Минниханов в губернаторском дворце Казанского Кремля встретился с членами команды «КамАЗ-Мастер», победителями ралли «Шелковый путь». «Поздравляю вас с успешным завершением очередного спортивного сезона», — сказал Рустам Минниханов. «Вы вновь доказали миру, что являетесь лучшей командой, мастерами автоспорта». В четверг председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин принял участие в церемонии открытия чемпионата Европы по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 18 лет. В Казань приехали 64 команды из 35 стран. В четверг в Казанском Кремле состоялся прием лучших семей республики от имени президента и его супруги. В мероприятии приняли участие 52 семьи из муниципальных районов и городов Татарстана. «Берегите и цените друг друга», — обратился к присутствующим Рустам Минниханов. «Если будут счастливы наши семьи, то и Татарстан будет благополучным и процветающим». В четверг Рустам Минниханов с двухдневным рабочим визитом прибыл в Алматинскую область Республики Казахстан. Рустам Минниханов встретился с акимом Алматинской области Амандой Камбаталовым. Во Дворце языков города Талдыкарган Рустам Минниханов встретился с представителями татарского этнокультурного центра. В ходе встречи Рустам Минниханов передал татарской общине Казахстана копию рукописи казахского поэта Арипа Танирбегенова. Также президент Татарстана посетил Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргас». А теперь еще к одной важнейшей теме, которая, впрочем, будет актуальна в ближайшие месяцы. В России жатва в самом разгаре. И по прогнозам специалистов, нас с вами в этом году ожидает невиданный урожай. А теперь, как говорит наш сатирик Михаил Задорнов, наберите побольше воздуха в грудь. Хороший урожай – это очень хорошо. А теперь выдыхайте. И одновременно очень плохо. Для отечественных хлеборобов такой, на первый взгляд, парадоксальный вывод далеко не новость. Так что давайте разбираться. Итак, в этом году, по мнению экспертов, Россию ждет рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. Цифр очень много. Мы озвучим прогноз аналитической компании «Прозерно» и деловой газеты «Взгляд». В целом по стране может быть собрано 130 миллионов тонн зерна. Этот рекорд побьет предыдущий максимальный уровень урожая, который был зафиксирован еще в советское время, в 1978 году. Тогда было собрано 127 миллионов тонн. Для сравнения, в прошлом году урожай составил 120 миллионов тонн. И это был тоже рекорд для постсоветской России. В Татарстане, по всем прогнозам специалистов, также ожидается отличный урожай. 5 миллионов тонн, а может быть и больше, до 6. Ну а теперь от заоблачных прогнозов спустимся на грешную землю. Первое. Уже сейчас очевидно. Россию ожидает крупный кризис перепроизводства зерна, и, как следствие, цена будет падать. Скажем, сегодня пшеница 3-го класса стоит порядка 8 тысяч рублей с НДС за тонну. Ячмень 5,5 тысяч с НДС. Это крайне низкие цены, отмечают специалисты. Для сравнения, на мировом рынке цена зерна 190-195 долларов за тонну без учета НДС. То есть в пересчете на наши деньги это примерно 11,5 тысяч рублей. Плюс НДС получается где-то 12-13 тысяч рублей за тонну. Вроде бы очевидное решение – продавать зерно на экспорт. Но это гораздо более сложный вопрос, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, мировой рынок продовольствия хоть и растет, но достаточно хорошо распределен. Вклиниться в него с дополнительными объемами очень непросто. Во-вторых, есть вопросы по качеству нашего зерна, и это отдельная тема. В-третьих, есть очевидные проблемы с доставкой зерна в морские порты и, как следствие, увеличение транспортных расходов. Еще одно вроде бы очевидное решение – придержать урожай
на элеваторах до лучших времен. Но опять же проблема. Если мы говорим об урожае в 5 и более миллионов тонн, всех элеваторных мощностей республики не хватит даже для того, чтобы сохранить хотя бы половину урожая. Но сейчас, тем не менее, главная задача – собраться силами и быстро, без потерь, убрать урожай. И здесь тоже не все так просто. Ренат Ахмедзянов с подробностями. Обмолачиваю напрямую ячмень. С 8 мы выезжаем, с полвосьмого, как роса. С последней росы и до полуночи. Таков график работы. Не первый год Петр Алексеевич Щербаков в лидерах по району. Флаг Татарстана над кабиной его лексиона дорогого стоит. Это как медаль за отвагу. О секрете своего лидерства говорит скромно. Надо качественно подготовить комбайн. И все, остальное тут нет. Движемся одинаково все. Высокопроизводительный комбайн способен работать сутками и намолачивать до 150 тонн зерна за смену. Хлебороба ждет ощутимое денежное поощрение, и если удастся сохранить лидерство, премия от президента – 100 тысяч рублей. Пока по урожайности мы идем 36,8, текущая урожайность. Конечно, в этом году урожай на полях он хороший. Такая благостная картина, когда работа спорится, а деньги текут ручьем, не повсеместно. Увы, основной парк техники в Татарстане за пределами сроков эксплуатации. Основное обновление техники у нас прошло в республике с 2006 по 2008 год в рамках у нас проекта приоритетного развития сельского хозяйства. По большому счету вся техника, она уже подлежит списанию, но в республике, в принципе, насколько я знаю, никто еще технику не списывает. То есть техника и довольно старая, и 90-х годов. Глава семейного фермерского хозяйства Эльмир Габдриев обрабатывает 1300 гектаров сельхозугодий на территории Рыбно-Слободского района. Невиданный урожай его не столько радует, сколько настораживает. Высокий урожай не всегда большой заработок. Если везде России зерна много, цена падает. Раз цена падает, это уже много затраты больше, а прибыль меньше. Потому что элеватор сушить надо возить, склады, помещение нужен, транспортный перевозка очень дорогая сейчас. Что выросло уже, от него отказываться нельзя, его надо собрать и заложить в закрома. Цены на урожай, на зерно падают. Я должен сказать, что повышением урожайности мы как-то в какой-то степени можем предотвратить. Вот сейчас, например, зерно будет стоить очень дешево. И тот фермер, который продаст зерно, он потеряет свою доходность. Если он продаст через 3 месяца, когда уборка закончится, цена на зерно вырастет процентов на 20-25. Вот возможности элеваторов, они позволяют это сделать. Планируемый сбор зерна в хозяйстве Габдриева 2000 тонн. Продать его сейчас государству – работать себе в убыток, считает фермер. Выход один – придержать собранный урожай. Зерно отправляется на склад до лучших времен, и только в марте, когда цены восстановятся, будет реализовано. Но как быть тем, кто не имеет собственных емкостей для хранения? Все наши элеваторы вместе взятые Республики Татарстан не вместят даже 2 миллиона тонн зерна. А урожай у нас, я вам точно говорю, что будет больше 5, и, может быть, даже больше 6 миллионов тонн, я имею в виду в Воловке. Наверное, этот год нас заставит обратить внимание на то, что большая часть колхозных токов практически разрушена, и нужно их восстанавливать. Практически мы в каждом сельском районе должны иметь свой узловой элеватор. Ранние прогнозы о хорошем урожае в России спровоцировали обвал цен на рынке зерна. На минувшей неделе цены ускорили падение и преодолели минимум, установленный Минсельхозом для проведения закупочных интервенций. А у нас, как только разговоры пошли по телевидению и в газетах, что высокий урожай зерна, все, цену рушат. То есть нашим зерном сегодня торгуют за границу с учетом возвратного НДС, можно сказать, где-то на корабль грузить при цене 12-12,5 тысяч рублей за тонну. Но такого, что была закупочная цена здесь, в Татарстане, 10 тысяч рублей за тонну продовольственного зерна, такого нету. Сегодня за 9 тысяч рублей тонну зерна продать, это практически невозможно. Сегодня просто нету покупателей на рынке. Цена на нашу продукцию, она нестабильная. Вот в прошлом году цены на пшеницу 3-го класса были 10 500, а в этом году
сегодня дают всего лишь 8 тысяч. То есть все материальные ресурсы выросли, а в то же время цена на зерно на 2500 упали. Еще одна проблема, которая не особо фигурирует в ежедневных информационных отчетах о темпах уборки – качество зерна. Холодная продолжительная весна, обилие влаги в июле напоили колосья, дали рост, но по факту зерно потеряло в цене и тут. Очень важно, конечно, то вот на этом поле, да, что здесь вот сорт московской 39, он нам формирует 28% клейковины сегодня. А средняя у нас, я по республике посмотрел, сегодня идет между 15 и 18%. То есть мало где вообще больше 18% клейковины. Даже вот по отчетам министерства, вы можете посмотреть, сельского хозяйства, кругом идет фураж и 5 класс. Вот это сильно пугает. А когда ты работаешь с современными такими серьезными сортами, московская 39, она как раз рассчитана на влажную погоду. Этот год для нее оказался удачным. А наши казанские сорта, они более засухоустойчивые, но клейковину не формирует, черт возьми. Все мы привыкли к тому, что Татарстан в силу климатических особенностей закрепил за собой определение «зона рискового земледелия». Это как раз тот случай, когда поговорка «что посеешь, что и пожнешь» не всегда срабатывает. Богатый урожай этого года – это как цунами, которое никто не ожидал. В этой битве нет победителей, а выживает, как всегда, сильнейший. Кто имеет емкости для хранения урожая, кто учел все прогнозы, не совершил ошибку в выборе сорта семенного материала, кто нашел оптимальное соотношение минеральных удобрений. Что ожидает агрария в будущем году? Какие выводы будут сделаны после того, как определится победитель в битве за урожай? И сколько стоит эта победа? Вопросы, на которые предстоит найти ответы. Ренат Ахмедзянов, Роман Безменов. 7 дней. Нижнекамск нефтехиму 50. Совсем скоро. В начале сентября все татарстанцы отметят эту знаменательную дату как положено, с размахом. Как-никак крупнейшее предприятие республики, лидер нефтехимической отрасли России. Основные торжества, естественно, пройдут в Нижнекамске, в городе, который, благодаря химикам, сам масштабно и красиво отметил полувековой юбилей только в прошлом году. Вообще, это тот случай, когда город и завод – это практически одно целое. Помните, как у Маяковского мы говорим «Ленин», подразумеваем партия, а мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Так и здесь Нижнекамск и Нижнекамск-Нефтехим как близнецы-братья. Тимур Бекмурзин вернулся из столицы нефтехимии с положительными эмоциями. Если уж быть точным до конца, то Нижнекамск-Нефтехим постарше Нижнекамска будет. Ведь решение о строительстве на Каме нефтехимкомбината было принято еще в 1961 году. Официально статус города Нижнекамск получил в 1966, а годом позже на Нижнекамск-нефтехиме на центральной газофракционирующей установке была получена первая продукция. От этого события и ведут отчет. Поэтому год 2017 юбилейный. Нижнекамск-нефтехиму 50. Полувековой юбилей и у четы Ахмадеевых. Амундсен Харисович, такое вот редкое имя, и Магданья Анваровна поженились ровно 50 лет назад. На их глазах рос город и зарождался комбинат. Великая комсомольская стройка познакомила, совместная работа на производстве объединила молодые сердца Амундсена и Магданьи. В наше время было так, очень много семей образовалось в нашем коллективе, в цехе. Соревнования, это было. Между собой, было, между бригадами, кто больше сделает, давай. Что было, что стало, тут, конечно, небо и земля. Нижнекамск-Нефтехим сегодня лидер своей отрасли в России и один из крупнейших нефтехимических комбинатов в Европе. Производственный комплекс включает в себя 9 заводов, собственный научно-технологический центр. На предприятии выпускают более 120 наименований продукции, персонал больше 15 тысяч человек. Что значит лидер нефтехимии России? Это когда счет идет не на десятки тысяч тонн и даже не на сотни тысяч тонн выпущенной продукции, а на миллионы тонн. В Нижнекамске в прошлом году выпустили 10-миллионную тонну изопренового каучука. 10-миллионную тонну. Кто-то даже подсчитал, если все брикеты каучука выстроить в одну линию, можно будет обогнуть земной шар 5 раз по экватору. Нижнекамск единственный в России производитель галлобутилкаучуков. 97% этого эластомера идет на экспорт. И это крайне востребованный продукт, особенно
в шийной промышленности, в строительной сфере, для изготовления различных клеев, мастик, паст, изделий медицинского назначения. А с 2017 года в Нижнекамске производят бутиловый каучук пищевой марки, который может служить основой, например, для изготовления жевательной резинки. С 2003 года мы начали производить пластики, и сейчас уже достигли 750 тысяч тонн пластиков по году. Это и полиэтилен, полипропилен, полистирол, АБС пластики. С первых дней работы Рустама Нургалиевича Минниханова как премьер-министра уже мы ощущали его заботу и его внимательное отношение к нашему предприятию. И уже перейдя на более высокий уровень, будучи президентом Республики Татарстан, мы также ощущаем эту заботу, определенную опеку. Приход ТАИФ, когда были вопросы по сырьевым потокам, по сбыту продукции, здесь огромную роль сыграл в первую очередь первый президент Республики Татарстан, это Ментимир Шарипович Шаймиев, Альберт Кашапович Шигабуддинов, Рустам Нургасимович Сультеев, Сафина Гузуля Мухарямовна. Стратегия будущего, разработанная ТАИФом, определяет четкие приоритеты и перспективы развития комбината до 2025 года. Ее основа – новый олефиновый комплекс с суммарной мощностью 1 миллион 200 тысяч тонн в год. Проект сейчас находится в стадии реализации. На Международном Петербургском экономическом форуме было подписано базовое соглашение с немецкой компанией Linde по реализации первого этапа проекта. Идет вот как раз работа, плановая работа по разработке, скажем так, второго этапа этого проекта, именно реализация всех производных от этилена. То есть сейчас рассматриваем различные схемы, и я думаю, в ближайшее время будет уже определена полная конфигурация данного проекта. Кому вести Нижнекамск нефтехим к новым высотам? Вместе с опытными сотрудниками грандиозные планы притворяют в жизнь молодые кадры. Каждый третий работник предприятия моложе 35 лет. Руслан Галямов приехал в Нижнекамск из соседнего Башкортостана. За неполные 8 лет прошел путь от слесаря до заместителя главного энергетика завода «Бутилкаучука». Недавно справил новоселье. Те условия, на которые нам предложило предприятие приобретать квартиры, это, я считаю, наверное, одни из самых выгодных условий не только в Татарстане, во всей России. Два новых микрорайона, 47-й и 49-й, как их называют в Нижнекамске, жилые комплексы ТАИФа. Название более чем верное, потому как новоселы – это работники промышленных предприятий Нижнекамска, входящих в группу компаний ТАИФ. Только в этом году здесь планируют заселить сразу 5 новых домов. Масштабная жилищная программа ТАИФа стартовала в 2015-м и предусматривает беспрецедентные условия поддержки со стороны акционерного общества в виде различных льгот. 21-летние Руслан и Галина Мавлютовы поженились всего-то месяц назад. А тут такой, можно сказать, шикарный подарок на свадьбу от родного предприятия. Просторная трехкомнатная квартира в новом микрорайоне. Квартиру посмотрели, большая, 85 квадратных метров. Кухня шикарная. Вот от завода, от предприятия подарили нам холодильник. Ну, спасибо ему, хочу сказать. Да, огромное. Да. Социальная ответственность для Нижнекамск нефтехима не просто слова, это важнейшая составляющая его политики. Стратегия развития. В прошлом году предприятие инвестировало более 280 миллионов рублей в социальную и городскую инфраструктуру Нижнекамска. Город с размахом отметил полувековой юбилей. Обзавелся новыми дорогами и великолепной набережной. В этом году планы у предприятия не менее грандиозные. Реконструировать и отремонтировать Соболековскую трассу, главную транспортную артерию Нижнекамска. Средства на паритетных началах выделяют Нижнекамск нефтехим и бюджет республики. Поддержка спорта, инвестиции в городские проекты также остаются приоритетными направлениями для нефтехимиков. Огромное спасибо всем, и нынешнему поколению работников, и нашим ветеранам. В первую очередь хотелось бы пожелать здоровья, счастья, чтобы семейное благополучие не омрачало ничто. Нам всем стабильной работы, дальнейшего развития предприятий, и, соответственно, исходя из этого, собственного достатка, хорошей заработной платы, всех благ. Тимур Бекмурзин и Хамид Шамсеев. 7 дней.
Мы продолжаем нашу еженедельную рубрику «Большая семья» в объективе ТНВ. На этой неделе наша съемочная группа побывала в Мензелинском районе Татарстана. В семье Адиевых воспитывается 9 детей. 7 из них приемные. Казалось бы, что побуждает людей брать детей на воспитание? Одни считают, что это делается из корыстных целей. Но вы только подумайте, хватит ли 8 тысяч рублей, выделяемых государством в месяц, на то, чтобы в наше время накормить, обуть, одеть, приготовить к школе ребенка? А если он еще ходит в кружки и секции, которые по большому счету все платные? Деньги тут вообще ни при чем. Чтобы взять ребенка из детского дома в семью, нужно иметь определенный склад характера, волю, желание, терпение и, конечно, большое сердце. Вот таких людей мы и стараемся показать в наших сюжетах. Материал Эльзиры Юзаевой. С волосами цвета солнца и такими редкими для татарской местности именами. Близнецы Саша и Сережа в семье Адиевых появились не случайно. Это было решение, которое зрело годами. В семье уже подрастали 2 дочки, и каждый помнит тот момент, когда рыжие мальчишки из детского дома так боязливо и настороженно переступили порог. Помню, они такие были маленькие, такие хорошенькие. Помню, у них еще на руках была... Родители купили сразу им игрушки красные. Пожарная, по-моему, машина. В свои 6 с небольшим Саша и Сережа намыкались сполна. Кочевали от одной семьи в другую. Кто-то указывал на сложность характеров, кто-то за спиной шептался, мол, яблоко от яблони. Но Адиевы, несмотря на все пересуды и предрассудки, смогли доказать всем, что нет ничего сильнее родительской любви. А кто вас этому научил? Что нельзя убивать, воровать, обманывать? Кто учит? Мама, папа. Папа с мамой учат, да? Всегда говорят так, да? Да. А как-то они говорят? Ну, теперь расскажите-ка мне. Если, например, своровал, то если, например, допустим, сегодня не узнали, что завтра все равно узнает. После Саши и Сережи в семье появились Марат, Иван, Ксюша, Женя и Рома. Ребята только по документам Анисины. Настоящий папа и мама у них одни. Вкусное блюдо у кого какое есть? Шпишмак. Шпишмак. А кто готовит шпишмак? Мама. Мама готовит. Ну, у вас на все вопросы мама да мама. Что, такая мама хорошая, что ли? Да. Да? Рушания Адиева с малых лет воспитывала детей. После смерти жены брата присматривала за племянниками. Сегодня, несмотря на то, что она мать 9 детей и имеет соответственную занятость, ухаживает за немощными стариками-инвалидами. Помогает всем, кто нуждается в помощи. Ей дело есть до всего. И розы вырастить в саду, дом построить и магазин содержать. Адиевы – местные предприниматели. Ее муж Инсаф – самый верный друг и помощник. Человек, который поддерживает ее во всех начинаниях. Очень важно, чтобы муж с женой понимали друг друга. У вас есть такое понимание? Есть у нас. Есть? С первых дней мы слова понимаем. Да? Друг друга, да. То есть, а кто главный-то? Главный кто? Без него я ничего не решаю. Так что ответственность не возьму я. Хоть могу решать, но не решаю. Хоть командую, да? Хоть командую, но... Скоро начнется новый учебный год, и ребята пойдут в школу. Каждое утро, чтобы перейти через вот эту дорогу, жителям Мензелинска приходится очень серьезно рисковать. У одних только Адиевых 9 человек. А еще ученики коррекционной школы, которые также бегут на ближайшую остановку. Ведь не каждый водитель уступит. И не каждый чиновник поймет, где нужно поставить знак для пешеходов. Yok, bir kimga da kerak түгел biz. Үз көчебез белән барабыз. Рушания ханым говорит, что приходится рассчитывать только на свои силы. Долго добивалась для детей путевки в Крым. В итоге поехала в Казань и купила ее сама. И даже за питание в школе им приходится платить за каждого ребенка. Между такими, по сути, аналогичными понятиями, как многодетные и приемные семьи, администрация школы никак не может решиться поставить знак равенства. Если в семье есть приемные дети, то якобы эта семья не является многодетной. Ошаганга түләргә 400 сумнан бала башына. Адиевы – самые активные участники различных конкурсов. Старшая дочь Эльзира участвовала в конкурсе «Татар-Кызы». Марат, Сережа и Саша имеют уникальную способность запоминать все с первого раза. Каждый ребенок талантлив по-своему, уверены Адиевы. Я не знаю, это совпадение или как, но у нас все дети талантливые. Допустим, даже
Ну, Рома у нас вот со всех сторон талантливый. И танцует, и поет, и в сценках участвует, все. Вот. Я не знаю, на самом деле, наверное, у нас только такие талантливые дети. Еще у них есть мечта – купить небольшой микроавтобус и путешествовать на нем всем вместе. Наш телеканал хоть на один день смог сделать эту мечту реальной. Семья Адеевых приехала в Казань. Мы надеемся, что дорога не показалась ребятам столь долгой и утомительной, ведь их ждало удивительное приключение, которое наверняка каждому из них в первую очередь запомнится тем, что Адеевы впервые смогли отдохнуть вот так все вместе. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. В пятницу 65-летний юбилей отпраздновал выдающийся российский деятель спорта, главный тренер футбольной команды «Рубин» Курбан Бекеевич Бердыев. Автор фантастических успехов нашей команды. Человек, который способствовал тому, что слова «Казань» и «Рубин» стали узнаваемы во многих странах мира. Примите и наши поздравления, Курбан Бекеевич. Желаю вам новых побед и, конечно, богатырского здоровья. Аллах ярдам берсем. На этом у нас все. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ближайшие 7 дней в студии Маргарита Павлушина. Лето подходит к концу, и в последние дни августа будет довольно прохладно. А вот сентябрь встретит нас вполне комфортной погодой. По данным Яндекс.Погода, на северо-востоке республики в понедельник ожидается переменная облачность плюс 20 градусов. Во вторник и в среду дождь плюс 18. Ближе к концу недели осадков не ожидается. Температура воздуха составит плюс 21 градус. На юго-востоке республики периодически будут наблюдаться осадки. Всю неделю переменная облачность. Во вторник и в среду и на выходных дожди. Средняя температура воздуха в течение недели составит плюс 20 градусов. В центральном районе республики ожидается переменная облачность. Во вторник и воскресенье дожди. В понедельник плюс 20, а во вторник немного похолодает, но ближе к концу недели вновь плюс 21 градус. На юго-западе республики в понедельник облачно с прояснениями плюс 19 градусов. Во вторник и в среду дожди, немного похолодает, а с четверга вновь тепло и без осадков. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана в начале недели ожидаются осадки. В среду уже ясно, с четверга по воскресенье переменная облачность и около 20 градусов тепла. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания.